И первое, что мы видим, это решетки. Это та ошибка, которая не возникает в Google таблицах, но возникает в Excel довольно часто, поэтому я решил, что будет а, важно обратить на нее внимание. Такая ошибка возникает в Excel, когда недостаточно места в ячейке для того, чтобы вывести те данные, которые мы туда ввели. Например, если мы туда введем какое-то большое количество цифр, букв, чего угодно, то ну вот Google таблицы ошибку здесь не выдают. Они нам показывают полностью значение, и мы можем просто поменять метод отображения, либо показывать полностью текст, то есть переносить его на соседнюю ячейку, либо переносить по словам, это будет вот так вот, высота столбца увеличится, либо мы можем просто обрезать текст по размеру нашей ячейки, то, что дальше просто не отображается. Excel же нам в этом случае выдаст ошибку с вот такими вот решетками заполняющими полностью всю ячейку, и для того, чтобы от этой ошибки избавиться, нужно ячейку просто раздвинуть. Ну, теперь непосредственно к ошибкам, которые встречаются в Google таблицах. Самая главная ошибка – это деление на 0. Как мы помним из курса математики, на 0 делить нельзя. И если мы попытаемся это сделать, мы получим вот такую ошибку. Что у нас есть в формуле? Вот эту ячейку мы делим на вот эту, то есть 2 делим на 0. Этого делать нельзя, и в связи с этим мы получаем ошибку. Как эту ошибку можно поправить? Ну, достаточно просто. Нужно перестать делить на 0. Давайте поделим, например, на единицу. Видим, да, что ошибка сразу исчезает. То есть избавиться от нее, в общем-то, довольно просто. Нам всего лишь сигнализирует о том, что мы используем математику не так, как положено. Функция, ошибка, которая выглядит вот таким вот образом, nd. Что показывает нам эта ошибка? Здесь мы увидим, если мы в нашу функцию вписали неверные аргументы. У нас в формуле указана функция «сегодня». У данной функции нету никаких аргументов. То есть для того, чтобы поправить ошибку, нужно указанный аргумент убрать. И нам выводится сегодняшняя дата. Но если мы что-либо указываем недопустимое, то получаем уведомление о том, что использован недопустимый аргумент. Мы его получим в различных ситуациях, когда неверно используем аргументы той или иной функции. Следующая ошибка тоже про недопустимые аргументы, но выглядит она несколько иначе. Она выглядит вот так вот, значение. И что у нас здесь есть в формуле? В формуле мы пытаемся сложить число и текст, что невозможно. Если мы хотим их соединить друг с другом, то нам нужно использовать не сложение, а именно соединение их. Но так как мы пытаемся прибавить одно к другому, и это невозможно, то в итоге мы получаем ошибку с неверным значением. Для того, чтобы ошибку поправить, нужно убрать текст из этой формулы. Следующая ошибка, как мы видим, называется она имя. И возникает она в том случае, если таблицы не смогли распознать название той функции, которую мы ввели. У нас в формуле мы хотим просуммировать два значения, два числа. И для этого мы ввели функцию summa, однако ввиду опечатки букв m у нас не 2, а 3. И в этом случае мы получили ошибку неверное имя функции. Для того, чтобы ее поправить, это сделать достаточно легко, нужно всего лишь верно написать название функции. Написали верно, получили правильный результат. Далее, синтаксическая ошибка в формуле будет обозначаться вот таким вот образом. Ошибка.
и что есть у нас в формуле, что такое синтаксическая ошибка. Мы пытаемся просуммировать значение двух ячеек. У нас есть ячейка D1, и мы указали ячейку D0. Но ячейки D0 не существует, потому как нулевой строки нету. Да? Возможно, мы хотели указать, например, ячейку D10. Таким образом, чтобы исправить эту ошибку, мы дописываем исчезнувшую единицу и получаем результат. При сложении двух пустых ячеек мы получаем 0. Еще раз напоминаю, ошибка выглядит вот таким вот образом. И две ошибки, которые будут выглядеть одинаково. Первая из них будет ссылаться на ячейку, которой не существует. У нас есть формула, в которой мы складывали одну ячейку и другую какую-то ячейку. Но в результате каких-то действий с таблицами вторая ячейка из таблицы исчезла. Ее в таблице больше нет. И вместо нее таблицы подставляют вот такое обозначение вместо адреса исчезнувшей ячейки. И в итоге полностью эта ячейка выдает нам ошибку неверная ссылка. Соответственно, для того, чтобы ошибку данную поправить, нам нужно заменить неверную ссылку на ту, которая здесь должна стоять, ну или просто удалить это значение. И точно таким же образом будет обозначена циклическая ссылка. Что значит циклическая ссылка? Посмотрим. У нас наша ячейка А8 ссылается на ячейку D8, то есть сюда мы хотим подставить значение из этой ячейки. Ячейка D8 в свою очередь ссылается на ячейку E8, то есть мы хотим в ячейку D8 подставить значение вот отсюда, ну и в результате оно уйдет у нас сюда. Но ячейка E8 ссылается на ячейку А8. Таким образом, они у нас по кругу ссылаются друг на друга. Естественно, смысла в этом какого-либо нету, и мы получаем ошибку циклическая ссылка. Около каждой ошибки мы видим вот такой вот красный уголочек. Это для того, чтобы ошибку было лучше видно. И при наведении на ячейку с ошибкой открывается пояснение, в котором поясняется, собственно говоря, что это за ошибка чуть более подробно. Ну, вот здесь, например, мы видим, что это циклическая ссылка, а здесь ссылка не существует. Хотя они обозначаются одинаково, но таблицы нам все-таки поясняют более подробно, что, по какой причине эта ошибка возникла. Как бороться с ошибками, понятно, но бывают ситуации, когда ошибки неизбежны. Например, у нас есть какая-либо таблица заполненная, и из этой таблицы мы что-либо высчитываем. Ну вот, например, вот этот случай, да, с делением на 0. У нас получилось так, что ячейка равна нулю, но она может быть заполнена у нас совершенно по-разному. И если мы в какой-то момент получаем в ячейке значение 0, то и, соответственно, получаем ошибку вот здесь. Для того, чтобы эта ошибка нам не выводилась, мы можем воспользоваться функцией «если ошибка». Давайте посмотрим, как она работает. У нас есть ячейка, еще раз продублированная, вот эта вот формула 2 разделить на 0, то есть ячейка C2 разделить на ячейку B2. Так как там деление на 0, мы получаем ошибку деления на 0. И давайте напишем функцию равно. Если ошибка, открываем скобку, и в качестве первого аргумента нам нужно указать значение, которое будет выводиться, если ошибки нет. Мы хотим, чтобы нам выводилась эта же формула, то есть C2 разделить на B2.
Если мы просто нажмем Enter, то мы увидим, что результата никакого нет, ячейка пустая. Второй аргумент в этой функции не обязателен, и если мы его не указали, то значение без ошибки будет выведено нам, соответственно, как значение без ошибки, а при возникновении ошибки ячейка остается пустой. Но для наглядности мы вернемся в нашу формулу, добавим точку с запятой и укажем второе значение, что должна выводить данная ячейка, если у нас возникает ошибка в формуле. Давайте напишем вот так. Делить на 0 нельзя. Так как это у нас текст, то пишем мы его в кавычках. Закрываем скобку, нажимаем Enter, и теперь уже видим результат «делить на 0 нельзя». Что мы можем из этого понимать? Что при выполнении формулы у нас возникла ошибка, поэтому выведен у нас вот этот аргумент. Если же у нас ошибки не будет, и здесь у нас будет не 0, а какое-то другое число, то, соответственно, будет выведено значение без ошибки, то есть 2 разделить на 1 – это 2. Таким образом, функция может выводить одно из двух заданных значений, либо без ошибки, если ошибки нет, либо, если есть ошибка, то что-то другое. На русском языке эта функция пишется «если ошибка», в латинице можно написать if error. В Google таблицах вы можете писать и так, независимо от настроек языка, который у вас есть, все равно сработает. Если вы будете писать в Excel или других таблицах, то используйте «если ошибка», потому что английская версия не сработает. Этот урок – часть большого и более подробного курса. Записаться на курс вы можете на сайте sreda31.ru.